Полгода на инвалидной коляске, потом ходунки, и потом только потихоньку он упражнялся, массажировали, разминали, все делали. Ну вот пришли к такому результату, что ребенок хоть ходит. Подошел Сергей. На тот момент я его не знал. Ну, начал спрашивать у меня, как, что. Я ему говорю, я ему сказал, не лезть. Я сам сделаю, не лезть. Он мне говорил то, что я неправильно делаю. Я продолжал делать. А потом как бы в моменте просто как хлопок я голову повернул и увидел, как он тянется к этой бутылке. Хотел убежать, начал делать как маневр, вставать. И в этот момент он вылил бензин на меня, получается. Мы 2 года боролись за жизнь ребенка. Мы доказали, что это ребенок не сам себя поджег ради ТикТока. Этого ребенка, который облил бензином моего сына, был суд, осудили, родители просили. Они просили, что они помогут с лечением, помогут в восстановлении физических функций моего сына. Лишь бы его не посадили, этого мальчика. Мы пошли навстречу. Так как они многодетные, мы многодетные. Нам обещали помочь в лечении. Фактически нас обманули. Никто ничего, и даже после суда, никто ничего не пришел и не сказал. Даже доброго слова. И даже извинения никто не принес. Им присудили выплату компенсации нам. Опять, значит, они растянули это опять на 5 лет. На 5 лет. По 5 тысяч. Мы не можем ждать, мне нужно быстрее ребенка лечить. Нам пришлось перевести ребенка с очного, где он сам поступил, на заочное обучение, потому что он не может долго сидеть. Он может, например, стоять не более 5-15 минут, это максимум. Ему надо или присесть, или лечь. Судороги постоянные, боли сумасшедшие в ногах. Кожа грубеет, швы грубеют, и нам надо чем быстрее, тем лучше восстановить сосуды передавленные, обожженные, чтобы ребенок мог нормально ходить и вести нормальный образ жизни, как мы все. Если мы не сделаем операцию в кратчайшие сроки, ребенок будет мучиться потом всю жизнь. Останется инвалидом.